Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Кто под самолетом, кто у крыльев белого лебедя, кто-то изучает чертежи. Это цех по глубокой модернизации стратегического бомбардировщика Ту-160. Почти ровно год назад в этих стенах с участием президента Владимира Путина был подписан контракт на поставку 10 таких летательных машин. Работы по модернизации Ту-160 проходят в секретном режиме. Нам, например, сегодня запретили снимать все, что находится под самолетом, кабину пилота и вот эти информационные стенды со схемами и планами работ. Сегодня самолеты осмотрели министр обороны России Сергей Шойгу и Рустам Минниханов. Сейчас Казанский завод обновляет 10 Ту-160М. Параллельно идет работа над новым поколением стратегического бомбардировщика. Для таких задач на модернизацию завода выделено 33,5 миллиарда рублей. Работы по воспроизводству Ту-160М в новом облике ведутся в соответствии с графиком. Первая серийная машина, не имеющая аналогов в мире, должна поступить в войска уже в 2021 году. Добавлю, что в интересах вооруженных сил предприятия Татарстана реализуют десятки других крупнейших государственных контрактов. Сегодня в стенах Казанского завода прошло совещание о поддержании в исправности вооружения, военной и специальной техники. Сергей Шойгу отмечает работу республики в укреплении обороноспособности страны. Руководство республики внимательно относится к решению социальных проблем военнослужащих и членов их семей. Рассчитываем, что так будет и впредь. С 2011 года КВЗ передал Министерству обороны страны 130 вертолетов Ми-8 МТВ, причем с опережением графика. И это не все. Будут в ближайшее время передан новый вертолет Ми-38Т. Перспективная машина. Заверяют, что все вопросы, связанные с оборонзаказом, Сергей Николаевич, будут в республике взяты под контроль и выполнены. В конце прошлого года свой первый полет совершил и казанский Ту-22М3М. Сейчас работы над ним продолжаются. Салават Ухмадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.